являетесь аналогичным проектом, то должно быть развитие этого проекта. Не просто снова на текущую деятельность вы просите деньги, да, а смотрите, как вы свои цели и задачи будете реализовывать уже в будущем, или на всей территории республики Коми, или в одном муниципалитете, но насколько шире вы будете свои программные мероприятия реализовывать, да, чтобы получить больший эффект, поскольку все-таки аккумулятивное мы должны результат с вами получать, да, мультипликативные даже, чтобы нарастать, чтобы ваше развитие, мы не просто там за счет бюджетных средств мы финансируем вашу организацию, вашу текущую деятельность, да, чтобы вы могли развиваться, чтобы вы могли привлекать больше средств из других источников для своей деятельности, вы могли охватывать целевую долю большую, нежели вы охватили своими программными мероприятиями в прошлом году. Вот у меня вот такое пожелание при написании своих проектов, доработке ваших проектов по результатам сегодняшнего совещания, посмотреть четко цели, какие вы ставите в своих проектах, посмотреть задачи и, конечно, посмотреть программные мероприятия. Еще раз повторяю, вы должны понимать, насколько вы можете самостоятельно реализовать свой проект, если бы не было государственной поддержки. Да? То есть ваша основная деятельность не сводится к тому, чтобы получить деньги бюджета на свою деятельность. Да? Но вы должны понимать, если бы не было этой поддержки, как вы бы развивались в дальнейшем. Вы должны несколько путей своего развития просматривать. Поэтому при написании своих проектов обязательно обращайте внимание на те моменты, если бы не было бюджетных денег, как бы вы смогли за счет каких источников реализовать программные мероприятия. То есть вы деньги бюджетные рассматриваете как бонус для дальнейшего, чтобы вы больше можете сделать за счет республиканских денег. А не то, что если вы не получите деньги, ваш проект не будет реализован вообще, да, то встает вопрос, зачем вы вообще регистрировали, зачем вы вообще существуете, если вы без бюджетных денег не можете существовать. Бюджетные деньги – это как вам дополнительная поддержка для вашей деятельности. Во всем мире мы всегда знаем, что бюджетные некоммерческие организации не существуют, конечно, за счет грантовой поддержки, да, как бюджетной, так и юридических лиц. И второй источник – это самостоятельное зарабатывание денег за счет оказания каких-то платных, может быть, услуг или нахождения каких-то источников финансирования деятельности. Поэтому наша с вами главная задача – научиться зарабатывать деньги в коммерческой организации, давать рабочие места для других граждан республики, да, которые, например, по каким-то причинам не могут найти себе работу в коммерческих организациях, да, это у нас есть и инвалиды, которые не охвачены трудовой деятельностью, может быть, еще какая-то категория населения, которую мы могли бы привлечь к своей деятельности, привлечь к реализации своих мероприятий. Поэтому мы, разрабатывая методику оценки ваших проектов, мы делали упор именно вот на эти моменты при оценке, насколько вы уже пошли в дальнейшем своем развитии. И еще у меня один момент вам как объявление. Вы знаете, что разрабатывается программа на 14-16 год, и мы просили вас заполнять анкеты, высказывать свои мнения по государственной поддержке о своих проблемах, с которыми вы сталкиваетесь при реализации своей деятельности. Да? И многих анкетах мы получили, что фактически коммерческие организации у нас остались на уровне коммерческих организаций. Методические рекомендации они разработаны для того, чтобы вы правильно оформили заявку для участия в конкурсном отборе самоопределенных коммерческих организаций. Вот, в основе данного конкурсного отбора лежат непосредственно нормативно-правовые акты. Вышестоящим нормативным-правовым актом является закон о телекоме, он регламентирует вопросы, основные принципы осуществления поддержки санитарных некоммерческих организаций, кто участвует, какие формы поддержки существуют и так далее. Основным и для нас более важным нормативно-правовым актом является постановление правительства Республики Коми номер 474 об утверждении региональной программы поддержки
сроки, получается, подачи, сроки конкурсного отбора, рассмотрения документов, это уже и там, работы комиссии и так далее. Здесь также отражен перечень документов, которые вам необходимо подать для участия в конкурсном отборе. Далее идет перечисление основных приказов по данной форме поддержки. Важным является у нас приказ Министерства коммерческого развития номер 63 от 26 февраля 2014 года об утверждении форм документов. Вы просто берете вот этот приказ, вот эти формы документов и непосредственно заполняете их в соответствии с данным приказом, ничего не изменяя, ничего не добавляя, ну, может как бы расширить, но вот данные формы должны сохраняться, это очень важный момент. Вот. В помощь вам будет приказ номер 108 9 апреля 2013 года о подтверждении методических материалов по подготовке заявки. В данном приказе разъясняется, как правильно заполнять данные формы документов, что от вас требуется непосредственно, какие данные можете включать, нормативы расходов, так идет речь. Вот далее идет приказ Министерства коммерческого развития номер 109 9 апреля о подтверждении нормативов расходов. Когда вы расписываете собственные средства, собственные вклады, средства субсидий, то есть все вот эти цифры, все суммы, вы должны руководствоваться этим приказом непосредственно. Вы не должны превышать нормативы, которые указаны в данном приказе. Далее идет приказ об утверждении методик оценки проектов. Ну, это непосредственно, если у вас уже проект допущен к участию в конкурсном отборе, нами исполнять оценка данных проектов по в соответствии с данным приказом. Далее идет приказ о подтверждении форм отчета. Непосредственно, когда вы допущены были к участию в конкурсном отборе, прошли, получили средства, вы должны отчитываться ежеквартально за полученную субсидию, за достижение показателей результативности и за внесение собственного вклада в реализацию проекта, поэтому вы уже непосредственно работаете с данным приказом. Хочется отметить, что постановление правительства Республики, можно сказать, в данном конкурсном отборе является вышестоящим нормативно-правовым актом, поэтому, к примеру, если какой-то есть какой-то, допустим, недочет, мы будем руководствоваться непосредственно постановлением, ссылаться на него. Так, начнем с того, кто может участвовать в конкурсном отборе. Не использую Лену Стопки, правда, кто не может участвовать в конкурсном отборе. Кто может? Это общественные организации, общественные фонды, некоммерческое партнерство, частные учреждения, автономная некоммерческая организация, фонд, ассоциация, союз. Тогда непосредственно у вас в уставе должна быть одна из данных форм правовых форм. Вот. А кто не может участвовать в конкурсном отборе, это физические лица, физические лица, потому что они не имеют, получается, юридического статуса, они не имеют печати, они, соответственно, не могут участвовать в конкурсном отборе. Коммерческие организации, почему не могут? Они созданы в целях получения прибыли, а не коммерческая организация. В своих основных целях отражают деятельность не с целью получения прибыли, какие-то социальные программы реализуют, ну и так далее. Государственные корпорации, государственные компании, учреждения, муниципальные учреждения, государственные, они также не могут участвовать в конкурсном отборе, так как они являются уже бюджетными, да, уже получают средства с бюджета. Таким образом, тогда они еще и в конкурсном отборе будут участвовать и получать еще дополнительные бюджетные средства. Да, и общественные объединения, которые не являются юридическими лицами, то есть не имеют юридическую деятельность, направленная на решение социальных проблем. В данном случае мы тоже делаем вывод об этом. А также она осуществляет виды деятельности, предусмотренные пунктом 31.1. То есть это у вас получается второе требование, которое ваша организация должна соответствовать. Непосредственно тут перечислены в соответствии с законом, федеральным законом о некоммерческих организациях, виды деятельности, которые хоть один из которых должен выходить или примерно находиться в вашем уставе. То есть устав состоит из о том, что представляет ваша организация, каким целям она служит, какие задачи она выполняет, какие виды деятельности она осуществляет. И вот эти виды деятельности должны непосредственно касаться, хоть один из них, к этому перечню непосредственно. Сейчас это перечислить, это
получается, какие виды деятельности у вас должны быть прописаны в уставе. Как субсидия дается на осуществление проектов, на реализацию проектов по конкретным приоритетным направлениям, которые регламентированы в постановлении номер 404 в нашем порядке. Да. Это вот эти 10 направлений, они в порядке непосредственно регламентированы более узкой характеристики. То есть это же тут очень такое их наименование, в скобках там написаны их расшифровка. Вот, допустим, первое направление – это профилактика социальных сиротств, поддержка материнства и детства. Сюда относятся проекты в области профилактики отказов матерей детей при их рождении, содействия устройству детей в семье, поддержка семьи с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, содействие занятости и так далее. Повышение качества жизни людей пожилого возраста. Сюда относятся проекты не все, которые связаны с пожилыми гражданами, а только проекты в области оказания услуг социального обслуживания одиноких граждан, находящихся в стационарных учреждениях социального обслуживания, либо это содействие дополнительному образованию, социализации, занятости населения. Ну, допустим, это обучение граждан, пожилых граждан интернету, например. Социальная адаптация инвалидов и их семей реализуется в таких проектах, как в области оказания услуг социального обслуживания инвалидов, поддержки семей, воспитывающих детей инвалидов, содействия развития инклюзивного образования, дополнительного образования инвалидов и точки. Сюда только ограниченный перечень непосредственно. Четвертое направление является самым популярным, самым обширным из этих 10. Сюда относятся проекты в области создания и развития организации дополнительного образования, кружков, секций, проведения научных экспедиций, апробация новых методик образования, программ повышения квалификации специалистов, пропаганды занятий физической культуры, спорта и так далее. В межнациональном сотрудничестве можно отметить проекты развития практики межнационального сотрудничества, обеспечения предупреждения возникновения межнациональных напряженностей в обществе. Развитие активности молодежи тоже очень популярное направление, также ограничено непосредственно. Сюда относятся проекты в области патриотического воспитания молодежи, поддержки молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации, содействие организации летнего отдыха, здорового образа жизни, повышение содействия в организации труда, занятости молодежи, допустим, помощь в поиске работы молодых граждан, до призывной подготовки молодежи, развитие системы информационной, консультационной и методической поддержки социальной ориентированной экономической организации. Сюда относятся проекты организаций, которые поддерживают, получается, тоже в некоммерческой организации. Помощь, допустим, какой-то юридической, экономической, бухгалтерской деятельности. Это помощь в оформлении документов, различные конкурсы, проведение обучения некоммерческих организаций и так далее. Они тоже к нам могут подаваться. Оказание всесторонней помощи гражданам по обеспечению защиты прав потребителей тоже очень популярное направление, то есть это понятно, да, это защита прав потребителей. И вот 10-е направление довольно новое, это проекты местных органов самоуправления, ТОСов, да, тех органов общественного самоуправления, которые реализуют свои проекты, имеющих местное значение. То есть это может быть группа граждан в одном подъезде, в одном дворе или в селе создали ТОС и реализуют свои проекты для решения проблем вот именно местного значения. Это может быть как-то улучшение условий в подъезде, либо это какой-то ремонт, ну или ремонт, допустим, дорожного покрытия перед непосредственно подъездом, либо это, допустим, проведение там, канализации и так далее. То есть по вопросам местного значения. Они не могут распространяться один ТОС, к примеру, на всю республику, это именно только местного значения. Так. Ну, далее поговорим с вами, какие документы необходимо предоставить. Они также, эти все документы у нас регламентированы в нашем порядке. Да. Первый документ, здесь это заявление, содержащее письменное обращение заявителя и намерение участия в конкурсном отборе. То есть вот вы форму документа, данного документа уже скачиваете, и там эта формулировка о том, что вы согласны участвовать в конкурсном отборе, уже будет непосредственно. Вы ее как бы даже не записываете, да, там уже есть. То есть вот по форме утвержденный научный орган, то есть приказом Министерства экономического развития. А второй документ это копия
копия устава заявителя, заявленного заявителем, то есть непосредственно оригинал нам не надо приносить, нам нужна копия, которая, возможно, прошита, и сзади вот таким листок, да, и написано, вот, заверено председателем или руководителем юридической организации на таких-то листах, подпись, печать. То есть обязательно же надо быть заверено руководителем. Копия отчетности за предыдущий финансовый год, представленная заявителем в Министерство юстиции. Если ваша организация новая, создана в 2013 году, вы данный документ еще не подавали в Министерство юстиции, мы и запрашивать, получается, мы требовать от вас не будем. Однако, если у вас ранее, даже в прошлом году, была создана организация, вы так или иначе должны были подавать данную отчетность в Министерство юстиции. Копию данной отчетности уже, получается, со штабом организации, да, вот с Министерства юстиции, чтобы принять на документ, копию данного документа вы приносите нам тоже стаки копия верна, подпись, печать от руководителя непосредственно. Копия утвержденного проекта направлена на осуществление мероприятий по приоритетным направлениям. Вот приоритетные направления были указаны в предыдущем слайде. Опись представленных документов с указанием номеров страниц. То есть вы весь документ, весь проект вам приносите, делаете сквозную нумерацию и в описи вы пишете заявление с 1 по 10 страницу, устав с 11 по 20 и так далее. То есть вы данный опись тоже должны представить. Хочу обратить внимание, что в электронном виде, на электронном носителе непосредственно, то есть либо на флешке, на дискете вы представляете заявление и утвержденный проект, ну, два вида, да, заявление и утвержденный проект на данных электронных носителях. Вы также дополнительно можете представить выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 3 месяца до начала срока приема заявки в Если она выдана позже, то мы будем сами запрашивать данный документ. Вы также можете представить дополнительные материалы, это письма, поддержки, отзывы, публикации в СМИ, видеоматериалы и так далее, ну, как, который будет характеризовать ваш непосредственно проект. Так, ну, поговорим конкретно отдельно об основных формах документов. Это заявление для участия в конкурсном отборе. При заполнении данного раздела заявитель дает участие на согласие в конкурсном отборе. Как раз нижнее предложение. Наименование своей организации берете с устава, ничего не придумывайте. Полное наименование пишите в соответствии с вашими учредительными документами. Направлять проект. Проект должен, вот это наименование проекта, также везде быть одно и то же. В утвержденном проекте, в заявлении, везде, где вы называете проект, должно быть одно и то же название. 12 аналогично численность добровольцев, то есть численность добровольцев, с которыми вы официально оформили отношения, у вас есть договора непосредственно. Пункт 3.13 указывается общая сумма денежных средств, полученных в 2012 году. То есть вы указываете полную сумму. Далее идет расшифровка, за счет каких источников вы получили данные средства. То есть это могут быть и взносы ваших учредителей, да, соучастников, это могут быть гранты пожертвования юридических лиц, иные поступления. Если, допустим, у вас были какие-то пожертвования от физических лиц, вы в иных поступлениях тоже это непосредственно указываете. Сумма по данным подпунктам должна соответствовать пункту 3.13. В пункте 3.14 вы указываете информацию о видах деятельности в соответствии с вашим уставом. Как я сказала, у вас в уставе должна быть указана информация о целях, задачах, приоритетных видах деятельности. Ваша организация указывать, возможно, не надо, а именно то, что необходимо для реализации проекта. Если ваша, допустим, организация направлена на вырыть колодец, вам необходимо лопаты, вам необходимо, может быть, бульдозер, вам необходимы иные инструменты, вы все это можете указать. Если у вас оказываете, допустим, консультации некоммерческих организаций, вам необходимо, может быть, это проектор, компьютер, стол, офисное помещение, тоже это непосредственно указываете. Вы периодические указания, если у вас есть какие-то публикации, и вам необходима реализация проекта, тут полностью идет весь перечень. Пункт,
раздел 4. В пункте 4.1 дается краткое описание проекта. То есть суть проекта, оказывается, цели проекта, задачи, которые необходимо решить в рамках реализации проекта. Ну, скажем, необходимо поддержать здоровье граждан сельского поселения, да, это будет цель. То есть, в данном сельском поселении отсутствует необходимое водоснабжение, да, или нехватка колодцев. Для этого мы планируем построить колодцы. Ну, кратко описывайте весь проект, не полностью с утвержденного вашего проекта, информацию, а кратенько. То есть это, соответственно, тут важно. Пункт 4.2, вот как раз мы говорили о приоритетных направлениях, 10 приоритетных направлений. Вы крестиком указываете одно приоритетное направление. Понимаю, что некоторые проекты могут относиться к многим приоритетным направлениям, но все-таки выбирайте наиболее тесно связывающие приоритетные направления с данным проектом. Пункт 4.3 указывается период реализации проекта от начала и до окончания его осуществления в виде временного интервала. В данном случае некоторые проекты бывают и, допустим, 2002 по 2020 год они планирует данная организация осуществляла и планирует осуществлять. Однако вы средства субсидий берете на конкретный период времени, на конкретный промежуток работы. Если у этого, допустим, какие-то спортивные мероприятия, цикл спортивных мероприятий, то в 2013 году вы осуществляете какое-то одно, допустим, спортивное мероприятие. Вы указываете, что, допустим, с августа по октябрь у вас будет вот такое-то спортивное мероприятие. И указывайте их даты. То есть не полностью по 2020 год, а непосредственно на период реализации данного проекта за счет средств субсидий, которые вы хотите реализовать. Так. Алексей, а можно следующий слайд? Да. 4.5. Так, указывается сумма планируемых расходов на реализацию проекта. Так, копейки также здесь указываются, ну, то есть полная сумма. Далее пункт 4.6 это за счет средств субсидий указывается сумма, и пункт 4.7 за счет собственного вклада. Естественно, ваш вклад должен быть не меньше 20%. Вот, соответственно, сумма субсидии не больше 80 тысяч рублей, 100 тысяч, скажем, по проекту. То есть вы так указываете, далее вы расшифровываете информацию о софинансировании по проекту вот, в рублях. По данным подпунктам сумма должна быть равна вот, сумме вашего вклада непосредственно. То есть это непосредственно здесь вы указываете только средства. Да? То есть, допустим, даже если добровольцев 10, вы здесь не пишете 10 добровольцев, вы просто указываете 20 тысяч рублей. А далее уже утвержден проект, мы будем рассматривать, смотреть, что вы не были сведены в других расходах. Можно сразу вопрос, чтобы потом не забыть? Сроки реализации проекта каким образом описываются? В течение 2014 года? Часть 13 и 14 или как? А вы пишите, как бы, вот, может, месяц, год написать, каким образом? Нет, а вообще-то мы должны вот эти деньги, когда они будут получены? В течение 2013 года или только в начале 2014? Значит, мы вас не ограничиваем, поскольку субсидии вам будут предоставлены в 2013 году, да? В конце 2013 года, ориентировочно где-то это октябрь месяц, поэтому мы вас не ограничиваем 2013 годом использования субсидий, да? Мы вас ограничиваем 2014 годом. То есть вы свои программные мероприятия, учитывая, что вы заявляете со своим проектом, вы знаете, что он у вас или уже реализован, в стадии реализации, да, или вы его планируете к реализации там,
вас, чтобы вы потратили, достигли целевому назначению, достигли результаты, мы с вами к вам претензий не имеем. Значит, в течение 2014 года мы уже с вами никаких отношений по отчетности не ведем. Поэтому в ваших интересах, да, предусмотреть, может быть, субсидии уже направить, те, которые деньги вы получите в октябре месяце, направить на понесенные ранее расходы, да, что, может быть, вы уже проект, может, с июля месяца, может, с января вы уже реализуете, да, и вам буквально там не хватило каких-то средств для окончания своего проекта. Поэтому это ваше право. Но мы вас не ограничиваем 2013 годом. Но мы вас ограничиваем 2014 годом. То есть это не бесконечно вкусный апельсин, как говорят, и вы не можете субсидии тратить на протяжении там, 10 лет. Да? Естественно, временные рамки. У вас соглашение будет подписано по 14 году. 1 декабря 2014 года. Ответила на ваш вопрос? Так, и получается, вы указываете географию реализации проекта. Некоторые проекты связаны с реконструкцией какого-то здания, да, и привлекается, допустим, молодежь, да, с различных муниципальных образований. В данном случае вы указываете как географию реализации проекта конкретно, где вот это сооружение, вот вы происходит реконструкция данного сооружения. То есть не всю республику указываете, а непосредственно в сельском поселении. Хотя у вас со всей республики, допустим, сейчас молодежь, да. Так, дальше так, указывайте информация об исполнителях мероприятий проекта, ну, допустим, руководитель, фамилия, имя, отчество, стажа работы. Если, допустим, это по строительству колодца, будет там Иванов Иван Иванович, разнорабочие, там 30 лет. И вот основные исполнители по данному проекту здесь указываются. В пункте 4.10 отражается информация об отзывах, рекомендациях, заключениях о проекте. Допустим, указываются письма от органов власти, коммерческих и некоммерческих организаций, редакции средств массовой информации, подтверждающих заинтересованность в реализации данного проекта, либо готовность оказать содействие в проекте, и содержащих оценку действия заявителей. Ну, предыдущие, например, проекты были осуществлены хорошо, профессионально. Далее вот вы не изменяете вот эти 3 предложения. Они указывают о том, что достоверность, вы в данном предложении достоверность информации подтверждаете, и полученная информация о том, что вы можете то, что за 30 подбор входит, вы согласны. Печать нужно будет поставить, это непосредственно важный момент для юридического лица. Вот на последнем предложении согласие будет на обработку персональных данных. Значит, вы гарантируете, если вы будете прикладывать, да, какие-то документы, содержащие информацию, персональные данные, да, или паспортные данные гражданина, если вы прикладываете какой-то договор, да, утверждающий то или иное, то вы в соответствии с законом о защите персональных данных, вы должны с него взять разрешение, что вы вправе передавать информацию о нем там, в адрес ГУ нашего. Да? Это вы должны четко понимать, чтобы у нас не было к вам потом никаких претензий. Мало ли эти данные где-то что-то будет гражданин против, да, чтобы вы передавали о нем информацию там, наших ГУ. Поэтому вы должны вот эти регулировать это правоотношения для себя. То есть если, например, договора идут с добровольцами, да, вы будете прописывать персональные данные, вот это вы должны для себя понимать. Да, вот 5 пунктов раздела 2. Титульный лист — это примерно схема данного титульного листа, то есть оно не регламентировано, но можете оформить ее так. Проект утвержден решением общего собрания. Допустим, у вас есть суть в том, что вы собрались, получается, с представителями вашей юридической организации,
проект утвердили приказом, да, вот написали проект, утвердили приказом, и вот здесь вы указываете, от какого числа ваш проект был утвержден. Бывает, к примеру, случаи, когда проект был утвержден раньше, чем произошла регистрация вашего юридического лица. В данном случае, когда этот приказ неправомерен, да, необходимо, чтобы приказ был все-таки позже, да, чем регистрация юридического лица. Вы в титульном листе указываете полное и краткое, если имеется наименование, наименование заявителя, адрес, телефон. Ну, можете указать, в принципе, заявление это также есть. Может, какую-то фотографию, ну, как вам угодно оформить данный титульный лист. Вот данный титульный лист должен запоминаться и, как правило, умещаться на одном листе. Так, текущее состояние реализации проекта также. Можно повернуться к лучше? Вот целевой социальный проект, идет строчка, там что надо написать? Название. Ну, так, А вот ниже идет название проекта, там что надо написать? некоторые дублируют, вы можете и так продублировать. Там. Запоминающийся был, например, в проект мы увидели, да, яркий титульный лист, яркая там символика организации, проект большими буквами, и потом идет, как мы всегда писали раньше, реферат, да, с вами. То есть это не регламентировано, то есть это ваше творчество, это социальный проект, поэтому ну, также обращаем внимание, да, что фотографии, если будете размещать там граждан каких-то публичных, да, чтобы все граждан было размещение титульного листа проекта. Работа. И размещайте лица, яркие, например, читаемые, очень выразительные лица лучше не размещать. Мало ли что претензий, да, что предъявит. Поскольку хорошие проекты мы возьмем это за практику, ну, опять же, с вашего разрешения, да, размещать на сайте Минэкономразвития как лучшая практика реализации проекта. Поэтому потом не было никаких недомолвок между нами. Так вот, первым разделом законопроекта является текущее состояние реализации проекта. Это также примерная схема, как вы можете написать данный раздел. Он как бы не утвержден, только наименование утверждено, прекрасно. В данном разделе можете указать информацию об актуальности проекта, который определяется соответствием целям, задачам социально-экономического развития в пути COVID до 2020 года. Вы пишете, что актуальность, допустим, актуальность нашего проекта по строительству колодца, да, подтверждается вот такой-то задачей, такой-то целью по охране здоровья граждан в соответствии с стратегией социально-экономического развития Республики Коми до 2020 года. Далее описывается объективная ситуация в Республике Коми в целом, либо в отдельном самом образовании, то есть где ваш проект реализуется, вызвавшая проблему, которая может быть решена с помощью реализации проекта. Проблема может также содержать прогноз, да, по которому проект как бы будет реализован. Скажем, строительство колодца позволит улучшить инфраструктуру, в данном случае в сельском поселении, отток молодых граждан будет уменьшен, либо это строительство, допустим, спортивной площадкой какой-то. Далее вы можете подтвердить эту насущную проблему статистическими данными, что у нас, в соответствии с статистическими данными, идет отток из сельского поселения и муниципального образования. И вы видите решение данной проблемы в реализации строительства спортивных площадок, улучшения инфраструктуры и так далее. Вы можете сделать выдержки первых лиц государства, либо групповых заявлений, выдержек из обзоров, цитат из газет, из прессы и так далее, как вам удобно, чтобы более четко формулировать имеющиеся проблемы и пути ее решения. Задачи, которые будут решаться в процессе реализации проекта, они должны соответствовать сроку реализации проекта и задачам старшим организации в целом. Причем вы ставите как бы реальный срок не до 2020 года, ну, покруче строительство колодцев будет в этом году уже и закончено. То есть, так. Вы можете также ссылаться на опыт работы либо других организаций, либо своей организации в предыдущем году. Скажем, в Архангельской области было построено такое спортивное сооружение, и видите, каким результатом данная организация, данная деятельность привела. То есть
указываете на имеющиеся проблемы там и здесь, и что там сделано было, что здесь может быть сделано. Так, в подразделе указывается также наименование муниципального образования, почему выбран, допустим, выбран сельское поселение, данный город, данный район. Вот, и может быть хуже ситуация в данном случае, когда хуже, чем в другом. Также указываете, что, например, что в 2012 году организация провела, допустим, успешную реализацию программы, направленную на профилактику серого в результате которой оказана информационно-просветительская, другая помощь семьям. Предлагаемым проектом уже вот непосредственно реализуем в данном году мероприятие будет вестись по нескольким направлениям. Будет охвачено большее число муниципальных образований. То есть показываете успешную динамику реализации проекта. Так, рекомендуемые объемы подраздела от 1 до 3 страниц. То есть, в принципе, тут не ограничено, но вот можете описать данные проблемы, данную информацию от 1 до 3 страниц. Еще можно вопрос? Да. Вот по поводу того, что в 2012 году организация провела реализацию программы, но, предположим, сейчас подается проект совершенно по другому направлению. Стоит ли характеризовать вот тот проект, который реализовывался ранее? Ну, это по вашему желанию. Вы можете указать непосредственно, что у вас богатый опыт в осуществлении мероприятий. Не надо? Вы свой опыт будете указывать в заявлении. Это заявление. Здесь вы не указываете. Здесь указывается информация только о проекте и о тех задачах, которые вы хотите реализовать в этом проекте. Поэтому если в 2012 году этого опыта не было, и вы у вас, да, и здесь, конечно, нет. Этот опыт-то, может быть, и есть, извините за что перебила, но то, что проект этот не реализовывался. Значит, о мероприятиях, которые были реализованы на реализацию тех задач и целей, которые вы поставили. Здесь приведем пример, как можно написать. В данном случае вы уже выбираете способы, каким образом вы преподнесете в проекте текущее состояние в сфере, в которой будет ваш проект реализовываться. Это пример, это шаблон. Следующий раздел – это цели и задачи проекта. Вам необходимо четко сформулировать цели и задачи проекта. Цель проекта есть основное направление решения проблемы. Цели может быть несколько, от 1 до 3. Они могут быть краткосрочными, долгосрочными, вытекать одна из другой. Чтобы сформулировать цели, четко определить, для чего необходимо реализовать проект. То есть, если вы это строительство колоссов для поддержания здоровья, допустим, граждан и так далее. То есть цель должна обладать следующими свойствами. Она должна быть специфична, то есть должна соответствовать сфере реализации проекта непосредственно. Конкретность, то есть здесь не допускаются нечеткие формулировки, неоднозначное толкование, измеримость. То есть, если строительство колодца, да, то есть это непосредственно строительство, допустим, одного вопроса, то есть мы можем измерить достижение цели. Достижимость, то есть она должна быть достижима за период реализации проекта. Релевантность, то есть соответствие формулировки цели ожидаемым непосредственно результатом. Задачи не должны быть максимально конкретизированы в соответствии с целями. То есть они могут быть от 3 до 10 и вытекать непосредственно из цели. Цели, задачи, ресурсы ожидаемых результаты должны быть непосредственно взаимосвязаны. Причем в данном случае в целях, в задачах должны полностью в большей степени опираться на имеющиеся ресурсы. В случае выделения субсидий в размере меньше, чем предполагать, например, в 2-3 раза, вы должны быть готовы сократить количество задач без изменения общей цели, направленной на решение проблемы. При постановке цели необходимо обеспечить возможность проверки достижения данной цели, как я уже сказал. Например, так можно оформить данный раздел. Цель проекта – сокращение количества семей, находящихся в социально опасном положении. Какие задачи могут быть? Выявление семьи, которые находятся в данном социально опасном положении. Это оказать юридическую, психологическую, материальную помощь семьям. Это помощь в сборе детских вещей, помощь в трудоустройстве. Для достижения данных целей будут использованы следующие методы. Вы можете указать, с помощью каких методов будет измеримо данное достижение цели. Это, допустим, это методы борьбы с семьями, находящимися в социально опасном положении, метод поддержки, какой-то беседы, анкетирования,
социального патронажа, консультирования и так далее. Ну, размер объема подраздела до 1 страницы может быть. Но мы вас не ограничиваем в этом. Пункты 2.3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации проекта. Они вытекают из цели, из задач реализации данного проекта. Очень важно уметь составить календарные планы работы, то есть перечень мероприятий. Вы указываете с помощью, через какие мероприятия будет реализован проект по либо строительству спортивного сооружения. Это, во-первых, это, к примеру, это согласование с администрацией сельского поселения, где будет располагаться спортивное сооружение. Это вот в наименовании проекта вы пишите. Район, такое-то село, сельское поселение, дата, допустим, в течение месяца. Кто будет осуществлять данное мероприятие? Это, допустим, председатель некоммерческой организации, вы пишете. Второе мероприятие – это расчистка участка, получается, да, для строительства спортивного сооружения. Кто может участвовать? Это могут быть добровольцы, если добровольцы, да. Допустим, индивидуальный предприниматель дает вам в аренду транспортное средство, вы тоже указываете. Характеризоваться такими признаками, как адекватность, они должны быть очевидными для реализации цели. Это объективность, не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений, которых возможно при ухудшении реального положения дел. Да. Достоверность, то есть это способ сбора и обработки исходной информации, должен допускать возможность проверки этой информации, ну и однозначность. Например, в процессе реализации программы по оказанию помощи семьям совершеннолетних детей в результате планируется оказание социального патронажа 10 семьям, преодоление конфликта 10 семьям, то есть по строительству колодцев, строительство колодцев, если это спортивное сооружение, то строительство спортивного сооружения площадью вот такой-то площади. То есть вы здесь непосредственно указываете, да, ожидаемые результаты. Да. Далее идет смета планируемых расходов на реализацию проекта. Смета расходов – это очень самое главное, самое важное и, наверное, самая трудная часть проекта. Смета не включает расходы, связанные с текущей деятельностью организации, то есть только расходы, здесь указаны, которые связаны с реализацией проекта. Сюда не относятся также и непрямые расходы организации. Планируя смету расходов, полезно тогда запланировать цели, задачи, какие мероприятия будут реализованы. И тогда расходы должны быть максимально детализированы, по которым мы можем посмотреть, чтобы у вас есть соблюдение нормативов расходов в соответствии с приказом Министерства экономического развития. Представление сметы необходимо помнить, что за счет субсидий можно осуществить расходы, такие как оплата труда за исключением административного персонала в пределах установленных тарифов, оплата товаров, продуктов, арендная плата, оплата налогов, сборов, страховых взносов, командировочные расходы. Сюда нельзя вносить расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности, с проведением фундаментальных научных работ, с осуществлением деятельности, напрямую связанных с проектами, расходы на поддержку, напрямую не связанные с проектами, расходы на поддержку политических партий, митингов, демонстраций, приобретения алкогольных напитков, к примеру, да, после реализации проекта, оплату штрафа, наказание материальной помощи населению и так далее. Вот, рекомендуемая структура основной сметы расходов представлена на слайде. В данном случае вы ссылаетесь на информацию, вот, которая была в предыдущем разделе, в основных мероприятиях, и просто ее как бы выполняете. Если, допустим, взять дальше пример по строительству спортивной площадки. Первое мероприятие, наименование берете точно такое же, как было в предыдущем разделе, это согласование с администрацией сельского поселения, где будет располагаться данная спортивная площадка. Вы также пишете здесь наименование точно такое же. Дата вы берете оттуда же. Кто будет осуществлять, также указываете здесь председатель ТОС, например. Это, что у вас, какие расходы здесь, к примеру, могут быть? Это оплата труда руководителя, да, проекта. Вот, это значит, здесь указываете проекта, да, сколько
столько-то часов необходимо на согласование по такой-то стоимости непосредственно. То есть вы смотрите в приказ номер 109 на расход и цифры, суммы берете прямо оттуда. То есть оплата руководителя у нас характеризуется суммой до 165 рублей в час. Вот. И дальше идет, если у вас это расчистка территории для строительства спецназначения, то указываете, значит, аренда трактора у индивидуального предпринимателя. Вы указываете, у какого получается индивидуальный предприниматель и у какой организации, по какой сумме, сколько часов вам необходимо. Это вот уже подпункт об оплате товаров, работ, услуг. Да? У нас оплата аренда транспортного средства не больше 150 рублей в час. Здесь вы можете указать добровольцев, да, они также помогают осуществлять данное мероприятие, сколько человек, по какой стоимости, сколько часов и так далее. У вас по каждому направлению, по каждому мероприятию вот так расписываете непосредственно. Сумма по окончанию данной таблицы, она должна равняться сумме, указанной у вас в ресурсном обеспечении в утвержденном проекте и в заявлении непосредственно. Везде должна быть одинаковая сумма. Далее посмотрим нормативы расходов. Вы смету? Хотелось бы пояснить относительно оплаты руководителя. Постановление порядка заучивателя не подлежит, нельзя осуществлять оплату труда руководителя социально-ориентированной некоммерческой организации. Оплата может быть произведена руководителю проекта. То есть в одном лице может совпадать две роли. То есть как руководитель некоммерческой организации, так и руководитель проекта. Но при этом возможна ситуация, что руководитель некоммерческой организации не имеет отношения непосредственно к реализации данного проекта, а занимается этим другой член некоммерческой организации, который будет именоваться руководителем проекта. То есть на оплату его труда средства субсидий могут быть направлены. То есть этот нюанс надо учитывать, и в смете он как бы при составлении сметы он должен учитываться. Вопрос следующий. А при учете собственного вклада оплата руководителя организации может быть? Нет. При расчете собственного вклада учитывается или нет? За счет субсидий вы не можете. Нет, я вопрос задал совершенно другой. О том, что при от 20%, который наш вклад. Да, при расчете собственного вклада в реализацию проекта вы можете учитывать в денежной форме. Благодарю. Спасибо. Вклад руководителя организации. У меня вопрос еще. Фактически ваши расходы, но не безвозмездный труд. Да, То и есть при там реализацию проекта. Безусловно, что руководитель организации, он руководит организатором проекта. Не в текущей деятельности. То есть если у вас руководитель организации 30 рабочих дней работает в организации, да, но при этом он проект посвящает там 15 дней. Ну, я пример приведу, мне понятно. Значит, получается следующее. Сейчас... Не перебивайте, я вас не перебивала. Если в текущую деятельность проекта руководитель организации вкладывает 15 дней, да, предположим, то вы берете в собственный вклад 20% 15 дней оплаты труда руководителя, не 30 дней. Если, конечно, проект в течение 30 дней, да, и руководитель организации в течение 30 дней вкладывает свой труд, берете 30 дней. Но надо понимать, что у вас временные рамки, да, реализации проекта тоже должны соблюдаться. Если вы обозначили в течение 3 месяцев реализацию проекта, мы вас так и говорим, что у проекта должны быть временные рамки, чтобы мы смогли посмотреть цель проекта и результаты проекта достигнутые. У меня вопрос такой, Алексей. Вы оговорились, что сказали, что с добровольцами нужно заключать договор. Какой я договор могу заключить с добровольцем, если он у меня зарплату не получает, суточных не получает, проезд, да.
посредством оказания услуг. И в этом договоре он что, должен указывать свои паспортные данные и все остальное? Это вопрос такой. И какую ответственность? Вот пришел ваш рабочий на 2 часа в своей робе покопать вам колодец, а вы к нему с бумажкой. Давай мы с тобой бумагу. Да я положу лопату и скажу до свидания. Списком можно, да? Списком можно общим. Можете прикладывать список, договор и список, в котором он подпишется. Договор. Приложение к договору идет. В гражданском кодексе такого договора не предусмотрена эта самодеятельность. Да. А если он Я с вами получает полностью согласен, да. вознаграждение, то это уже наемный рабочий. Если мы с вами оцениваем труд добровольцев, если мы с вами хотим оценить труд добровольцев как собственный вклад, 20%, вы должны каким-то образом это подтвердить. Если вы не хотите подтверждать 20% трудом добровольцев, вы можете не заключать договора. Не указывать их И не указывать их в софинансирование. То есть это государство идет навстречу к вам, зачисляя в собственный вклад труд добровольцев. Это дополнительный вам бонус. Поэтому в ваших интересах какие-то договорные отношения с добровольцами заключить. Но если продолжать эту тему, получается следующее. Допустим, Союз российской молодежи, вот эти 20%, то есть другие грантодатели и операторы, они вот эти 20% уже в нашем году, в этом году текущем исключили. Потому что получается некоторые алогичные здесь взаимоотношения. Уходить по иным грантам. Мы сегодня рассматриваем конкретный порядок, утвержденный постановлением правительства. Нет, вот здесь следующее, что вот, Тема нашей сегодняшней встречи, да, подготовка документов. молодцы, что вы ее провели наконец-то. Именно конкурс. Поэтому давайте мы, у нас определенный регламент, там уже как бы Переговор идет. скорее всего, не Можно уложим еще один вопрос коротенький. Я так поняла, что когда мы в расчетах прописываем оплату труда, то мы должны уже фамилии участников, вернее, Не обязательно. Это вы будете подтверждающие документы. Когда вы будете подтверждать целевое использование субсидий, вот там мы вас вы попросим. когда сказали руководитель проекта, Это если у вас можете? есть, например, да, вы знаете, если у вас, например, уже есть, проект реализуется в стадии реализации, да, вы можете это указать. Если вы еще только планируете заключать какие-то договора с индивидуальными предпринимателями или с частными лицами, вы это просто должны знать, иметь в виду, что по итогам кампании отчетности, да, мы у вас эту информацию попросим подтвердить, что вы действительно деньги заплатили там индивидуальному предпринимателю за его услуги, да, или индивидуальный предприниматель такой-то безвозмездно вам оказал услуги такую-то сумму, которую мы вам... Кто нам выглядит, Да. и посмотреть, где участвуют. Это исключает и коррупционную составляющую. Допустим, 16 августа у вас заканчивается вклад, а кто-то из знакомых принес и подал заявку 17-го. И ее тоже проводят. Я считаю, что гласность здесь ни в коем случае не повредит. Я об этом говорю уже второй год. В Мы вас поддерживаем. В данном случае журналы ведутся, и туда вносятся сведения в соответствии с порядком. Почему вы изначально считаете, что... Нет, журнал в электронном виде ведется, что его можно, вот я могу зайти в интернет, на сайт министерства выйти и посмотреть его могу. Да вот я про это и говорю, что сделать это на сайте. Тем более мы проводили анкетирование, да, вы могли там свою позицию высказать по тому или иному волнующему вас вопросу. На сегодняшний день подводятся итоги анкетирования, которые будут, в принципе, учтены при подготовке нового проекта, постановлении, в том числе по подготовке нового проекта порядка предоставления субсидий. Поэтому и будут вынесены на общественное обсуждение, где вы можете высказать свою позицию. Поэтому
помещения или по транспортному средству, у вас данные и добровольцы, они могут быть привлечены не на целый день или не на целый месяц непосредственно, а конкретно столько-то количество часов. Поэтому вы указываете, на сколько часов будет задействован, получается, данное оборудование или человека, специалиста с Москвы до Сыктывкара, с Сыктывкара в Москву по такой-то цене. И у нас, как вот на руке написано, железнодорожным транспортом по цене не выше купе, да, оплата проживания не выше стандартного одноместном номере. Вы можете, к примеру, привести ссылку в гостинице, вот где вы, откуда вы, например, цифру взяли, да, по Сыктывкару много, можете конкретно гостиницу, да, или в цене показать ссылку также. И суточно не более 300 рублей. То есть вы можете такого расклад привести. Когда мы будем смотреть и видеть, что ваши нормативы в рамках данного мероприятия, данного расхода соблюдены. По страховым взносам в пенсионный фонд, фонд социального страхования и ФОМС, следует отметить, что для коммерческих и некоммерческих организаций, зарегистрированных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, применяющих упрощенную систему налогообложения, а также сроки конкурсного отбора, когда вы можете подаваться, да, вы непосредственно следите об этом в разделе новости. За нормативно-правовыми актами вы можете обратиться в раздел социальное активирование некоммерческой организации и туда вытащите вот это постановление правительства. Если анализ проекта не позволяет оценить потенциал организаторов, да, то есть это плохо расписана материально-техническая база, как будет реализован проект, как будут достигнуты показатели результативности проекта. Так, прописан подробно, он должен быть проработан. Сметы тоже должны быть проработаны, проверены, чтобы расчеты были обоснованы. То есть вы не с потолка взяли цифры, а действительно помониторили цены на те или иные виды услуг, работ, которые необходимы будут при реализации проекта. То есть если все эти условия будут соблюдены, максимальные ваши усилия будут приложены, чтобы проект был хорошо проработанный, да, от этого будет зависеть не только допуск вас к конкурсному отбору, но и результаты оценки. От оценки, которую вы получите, будет, соответственно, зависеть и сумма субсидий, которая будет предоставлена организации на реализацию проекта. То есть чем лучше расписана смета, тем выше оценка будет по данному критерию проекта. Чем грамотнее и четко прописана, допустим, материально-техническая база на реализацию проекта, тем выше будет оценка, опять же, при оценке данного проекта.